Абзера шума за телехопшца, эфира чиху падыратара академия. Ижтарамза жбарзым, Апснацарадыра кор академияча айпылара мёпысит. Апснацарадыра кор академия президент Зураб Джапуа дидикылит Апснайку Россотрудничество Ахатарна Крайхабы Владислав Куликов. Зураб Джапуа яргячна дазат гылит Апсу академия Ашаку Гыларей уяцанаква институтква Артурыхы. Ира язгойтит яхя Апсна Ацарадыра кор академия яцанаква институтква бежибарах пишику, а совета амтаза, а совета идгыла министрраквы, а структураквы и рыцанаквас. Академия чапхяику гылу ахкварах турстылапе арколлегацвей дарей Рейма дарей Руси цури акыр ишихадуйхит Зураб Джапуа. Очень важное место в нашей системе Академии наук сотрудничество с нашими коллегами, с Академией наук, институтами Российской Федерации. Для нас это первостепенно, для нас это очень важно. При Академии наук 7 институтов, 7 первоклассных институтов, которые в советское время работали, относились к разным ведомствам, министерствам Советского Союза. Это известные такие институты: Сухумский физико-технический институт, Институт экспериментальной патологии и терапии, да все институты, Институт гуманитарных исследований, Академия наук Абхазии. Апснайку Россотрудничество Ахатарна Крайхабы Владислав Куликов Апсна Ацарадыра кор академияча дахрыдар кылыз и табуб хюраху дазат гылит иерги Ацарадыра тшад хялу. Владислав Куликов а экономика Ацарадыра кодыр кандидату пакыр Ацарадыра усумтаква драфтару. Владислав Куликов дырзат гылит язгуатана и рыму а проект ква рта. В следующем году вот ряд знаковых дат, таких очень важных, как мне кажется, для общих страниц истории наших стран. Прежде всего речь идет о 80-летии Великой Победы. Тема важная, нужная, достойная, как и, может быть, освещения, каких-то дополнительных исследований в научной среде. Может быть, вы поделитесь потом своими планами в этой области. Готовы тоже с своей стороны все это поддерживать, потому что наше представительство вместе с нашими абхазскими партнерами, различными учреждениями научными в Российской Федерации, в том числе и с КФУ, тоже планируем здесь ряд мероприятий выставочного характера. Возможно, будут какие-то научные конференции, круглые столы, выставки, кинопоказы и так далее. Разумеется, готовы, заинтересованы выслушать ваши планы, если они есть, конечно, в этой области. Потом в следующем году тоже важная веха, это 215-летие вхождения Абхазского княжества в Российскую империю. Знаем, что разные есть восприятия в абхазском обществе, в научной среде. Как минимум, мне кажется, что это такой повод для такого заинтересованного научного диалога. Мы со своей стороны готовы оказать содействие в налаживании таких партнерских связей и с российским историческим обществом, военно-историческим обществом. Там и там есть, разумеется, знакомые, друзья, партнеры и коллеги. Мне кажется, тоже это важный повод для издания каких-то совместных публикаций, научных трудов. Знаем, что такая работа уже начата отделением Российского исторического общества в Санкт-Петербурге. Там есть архив очень солидный, связанный как раз с изучением, как минимум, того времени, 19 век. Но в случае поддержки данного проекта с абхазской стороны мы, разумеется, тоже, где мы можем, где это уместно, готовы оказать такому движению научному какую-то поддержку. Это второй момент. Знаем, что сейчас достаточно интенсивно развивается диалог между АГУ и ведущими российскими вузами. Диалог во многом не требует такого нашего участия, если оно потребуется. Мы с господином ректором тоже встречались. Мы такому проекту тоже готовы оказать содействие.
Аԥсны аҵаарадырақәа ракадемиа иатәу аинститут кәарҵарауа Аԥсны анҭыҵ еиуеиԥшым аконференциақәа, афорумқәа рхы рыладырхәуеит. Убас иҳаҩсызцәа Брежьҭаара амзақәа рзы Аҟәатәи аботаникатә институт аусзуҩцәа Санкт-Петербург, Минск, Новочеркасск, Ҟрым уҳәа жәларбжьаратәи аҵаарадырратә конференциақәа ирылахәын. Аинститут аҿы имҩаԥгаз аҳасабырба уи иазкын. Аинститутқәа рҿаҳҵарауа аимҩаԥырго аусура инаваргыланы акыр ихадоуп ҳтәыла анҭыҵ рныҟәарақәа. Убас аботаникатә институт гәыԥҩык аусзуҩцәа ҩымза ирылагӡаны еиуеиԥшым жәларбжьаратәи аконференциақәа, афорумқәа ирылахәын. Сергей Бибиа Новочеркасск, Минск, Санкт-Петербург дырҭааит. Уи хаҭала дызлахәыз ҵакыс ирымаз дазааҭгылеит. Поездке ставились очень серьезные цели. Поездка была необходимым, крайне необходим, потому что появились вот такие вопросы, на которые надо было реагировать нашему институту, которые надо было решать в срочном порядке. Но вместе с тем была еще другая поездка уже личного характера, хотя она не совсем личная. Поездка в город Новочеркасск в родной институт, где состоялась юбилейная встреча выпускником 60-летия. Прочел я пару лекций у студентов, старшекурсников лесохозяйственного факультета. Слева стоит декан этого факультета, молодой. Мы с ним договорились о том, что будем сотрудничать с этим факультетом, потому что у нас в Абхазии есть лесохозяйственный факультет в Абхазском государственном университете. Будем обмениваться студентами для практики и так далее, и так далее. Была очень теплая встреча. Дальше была поездка в Минск. В Минск, потому что, во-первых, в Минске состоялось 90-летие моего очень близкого друга, крупнейшего геоботаника, лесовода Виктора Ивановича Парфенова, академика Академии наук Беларуси. И к нему была приурочена еще научная конференция. До того, как туда попасть, мне необходимо было встретиться с председателем Совета ботанических садов СНГ, с Решетниковым Владимиром Николаевичем. Как вы знаете, в будущем году состоится съезд, 7-й съезд Совета ботанических садов СНГ у нас в Сухуми. И надо было подготовить программу, надо было согласовать с руководством, он председатель Совета ботанических садов СНГ, с этим коллективом надо было согласовать программу, наше видение и как мы будем проводить. В итоге все параметры, которые мы представили, им понравилось. Только некоторые изменения они внесли в составе оргкомитета, пленарного комитета. Было сказано о том, что будем опубликовывать тезисы докладов, и они помогут его опубликовать. После встречи с Решетником, после обговора всех этих вопросов, приехав туда, нельзя было не посетить ботанический сад, Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси. Это огромный ботанический сад, заслуживающий особого внимания для изучения, для подражания, для, так сказать, получения опыта огромного. Абиология ҵаарадырақәа ркандидат Наталия Марко Ҟрым имҩаԥысуаз жәларбжьаратәи Урыстәылазегьтәи аҵаарадырратә конференциа далахәын. Аконференциа аҳәаақәа акыр иҭбаан, хынҩажәи ааба еиуеиԥшым аинститутқәа рҟынтәи ҩышәҩык инарзынаԥшуа аҵарауаа рхы аладырхәит. Эта конференция была приурочена к 300-летию Академии Российской Академии Наук, к 10-летию присоединения Крыма к России и к 100-летнему юбилею крымского ученого-плодовода Владимира Карповича Смыкова. На этой конференции были представлены научные сотрудники из 29 городов России и 7 дружественных республик, в том числе и Республика Абхазия, которую я представляла. Мы с Эдуардом Шамилевичем, Евдокией Владимировной и Майей Швараховной Шинкуба подготовили статью по вредителям, которые наблюдаются у нас в саду, и по ней был сделан доклад. К
Какие еще республики присутствовали? Абхазия, Северная Осетия, ректор приезжал оттуда, университета, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, Мордовия, и из ДНР тоже приезжали гости. Было 7 секций на этой конференции по генетике, по биотехнологии, по интродукции, по селекции, и по лесному хозяйству тоже была секция. Я выступала на 2. По селекции у меня был один доклад, связан с использованием некоторых видов, конкретно роза-брактеата, в селекционном процессе. Это больше по докторской диссертации, и от нас по защите растений. Вот в той секции второй наш доклад отметили как лучший, один из лучших. А по защите растений там был доклад очень интересный по использованию ДНК-инсектицидов. То есть сейчас идет разработка вот этих вот веществ, которые меняют ДНК у насекомых. И докладчик, там профессор Аберемок докладывал, он говорил, что это в несколько раз, то есть до 50 рублей на гектар будет стоить обработать поле. То есть во много раз удешевляет процесс обработки полей и сохранения полей. Поэтому, конечно, этот доклад побил все рекорды. Цебравя жихпейнаркневи жибижбан за Санкт-Петербурге мёпыс вона абатпешлар бжарат би атеаква реинтродукция атемала а конференция. А ботаника от института гонпипщуй казарава ачаратша уи рх аладырхуй. А конференция айчкашия мёпыс щедерзат клыта биология царадырыквар кандидат Елена Джакони. Конференцию открывал директор Ботанического института Комарова Гельтман. Поприветствовал всех, сказал много теплых слов и, так скажем, напутствие на то, что нужно продолжать работать, развивать ботаническую науку. Ярмишка, директор ботанического сада, зачитал поздравительный адрес от Эдуарда Шамилевича, от имени всех наших сотрудников, поблагодарил за теплые слова. Действительно, Эдуард Шамилевич очень тепло может говорить и поздравлять. Многие даже аплодировали, потому что действительно там было и напутствие, и экскурс небольшой в историю, то есть все были очень благодарны. В следующий день после регистрации уже были доклады. Индира докладывалась, Кирия первая, затем мы, были стендовые доклады. Хочется отметить, что конференция, я как поняла, не все смогли приехать, то есть представительство было не такое широкое, как вот Наталья рассказала. Было 6 секций, и больше было, несмотря на то, что ботанический сад, очень большой уклон был на оранжерейные растения, на цветочные растения, биотехнологии и семена. То есть, вот так скажем, о древесных растениях, о культурах было мало докладов. Был очень интересный доклад Ткаченко Кирилла Гавриловича о семенах. Они определяют полноценность, проводили различные исследования. Очень много было интересных докладов по цветоводству. Мне было интересно, кстати, слушать по обрезке бегоний. То есть из обычной бегонии можно сделать как куст, как дерево и как небольшой бонсай. То есть там они определили систему, какие побеги оставлять. Это очень интересно. Очень много было про ирисы. Хочется отметить, что было много молодежи, незнакомых нам, да, то есть мы знакомились, общались, и была группа, вот здесь внизу справа они стоят, это школьники с Волгограда, 10 деток, 6, 7, 8, 10 класс, они предоставили, не докладывали, стендовые доклады у них были, вот как у нас проводит наше Министерство образования конкурс на лучший проект, вот они проводят исследования ботанические и представляют в виде доклада, то есть это такое новое явление, как поняла, растят новых ботаников, биологов и приучают их к тому, что они ездят, выступают и знакомятся. Да, это очень хороший опыт, можно, кстати, перенять и хотя бы недалеко, где-то вот у наших детей тоже возить им что-то показывать. Потом была экскурсия Фирсова Геннадия Андреевича по ботсаду, очень интересно. В четверг у нас была экскурсия в парк Дубки. Это уникальный объект с приморской растительностью Финского залива. Оттуда попавшие растения, он был создан в 1719 году Петром I, и там растут дубы, которым по 600 лет.
Аҵыхәтәаны аихшьаала ҟаҵо аботаникатә институт адиректор Едуард Губаз иҳәеит, ас еиԥш жәларбжьаратәи аконференциақәа аҽрылархәра акырӡа ишхәарҭоу аиҳараӡакгьы аҵарауаа аҿарацәаразы, аԥхьаҟагьы ари аус аҿы адгылара шрырҭало. Анаҩс Едуард Губаз дазааҭгылеит аинститут аусура. Инаҵшьны иазгәеиҭеит ҳаԥхьаҟатәи ашықәс акыр ишхаду аинститут азы. Дара иазгәарҭоит аботаникатә институт аиубилеи, иара убас аботаникатә баҳчақәа рхеилак абыжьбатәи аконференциа мҩаԥгахоит ҳтәылаҿы. Убри аҟнытә зааҽазыҟаҵареи ҩаӡара ҳаракылеи амҩаԥгареи ишахәҭоу иҳәеит Эдуард Губаз. Теперь мне что волнует насчет съезда. Во-первых, приезжают великие ученые. Там ниже директора нет почти все академики. Приезжают после распада Советского Союза впервые в Абхазию. Это равносильно политическому признанию. Вы представляете, с ними приезжают корреспонденты, у них это в печати появится, потому что это крупные ученые приезжают. Высочайший уровень должен быть. Мы не признанная страна. Все постсоветские, со Средней Азии, все, представляете, все, Прибалтика, которые даже Россию не очень признают, сюда приедут. И поэтому у нас, Сергей Михайлович, уровень должен быть, на самый-самый-самый такой. Да. И поэтому я хочу потом в спокойной обстановке мы создадим рабочую комиссию. Ҳазҭоу ашықәс мшаԥымзазы хҩык абазаҵарауаа Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ҳаҭыр зқәу алахәылацәас иалхын. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы аекономикатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат апрофессор Муминат Гонова. Муминат Гонова еицырдыруа ҵарауаҩуп, уажәларратә усзуҩуп. Шәкы инареиҳаны лыҭҵаарадырратә усумҭақәа амонографиақәагьы уахь иналаҵаны акьыԥхь рбахьеит. Муминат Гонова Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиаҿы дрыдыркылеит, хаҭала лнапаҿы илыҭан Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа дшалахәылоу азы аршаҳаҭга. Анаҩс ҳара иҳаман алшара Муминат Сулҭан-иԥҳа лыҿцәажәара. Лара илҳәеит ари хҭыс дуны дшахәаԥшуа. Аԥсны лара лзы аҩбатәы ԥсадгьылны ишыҟоу. Илгәалалыршәеит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан Аԥсуа абазажәлар рконгресс аԥҵара. Усҟантәи аамҭазы уи аҵак ду шамаз. Ишәыдаагалоит Муминат Гонова лыҿцәажәара. Прежде всего, я хочу сказать, что это для меня великая честь. Потому что мы все считаем, абазины имеется в виду, считаем чуть ли не второй родиной Абхазию, Апсны. Мы не можем равнодушно относиться ко всему тому, что творится в Абхазии. И то, что есть такая солидная Академия наук Абхазии, бесконечно благодарна тому, что, во-первых, не просто так зашла, вручили, вышла, можно было бы и так, а что на расширенном заседании Президиума Академии наук Абхазии вот так вот настолько, что вот так вот оформили это вручение, в унисон этому я просто хочу сказать, не потому что я сейчас у вас в гостях, и вообще я считаю, что я не гостья, я своя, а то, что я всякий раз, когда приезжаю сюда, общаюсь с абхазами, я убеждаюсь, что у вас культура выше. Как говорил Маркс, карабкаемся по каменистым тропам науки. И вот счастлив, конечно, тот, который достиг этой науки. И в итоге квинтэссенцией всего является культура. В конечном итоге. И вот я поэтому не напрасно заговорила о культуре. У нас есть много чего, мы можем именно в этом плане поучиться у вас. Я прежде всего имею в виду наши нравы, обычаи, традиции, самое главное, кавказские традиции, прекраснее, хотя они сложные. Лучше их я просто не знаю, ставящий человека на пьедестал. Прежде всего, конечно, ученые, прежде всего, конечно, историки, этнографы, которые непосредственно этим занимаются, должны вот это все культивировать, бить в набат, чтобы мы не теряли, чтобы мы возродились.
А мы это сможем. У нас действительно, вспомним наших предков, вспомним, далеко даже не надо ходить. Вот недавняя война, что 30 лет тому назад, это много, что ли. Ведь люди погибали не просто за независимость Абхазии, само собой разумеется. Выше свободы ничего не может быть, выше независимости. А это для того, чтобы сохранять свои нравы, обычаи, чтобы человек, да, как у Горького, человек звучит это гордо, но чтобы человек звучал гордо, он должен быть с высочайшей культурой прежде всего. Вы расскажите, как вот получилось так, что вот Старашам Шамбы вы создавали туда Абхазо-Абазинский конгресс, с чего все начиналось и как вы вообще попали? Вы знаете, опять-таки, вот то, что я сказала, не напрасно. Вы первые создали Абхазскую ассоциацию Апсадгил. Возглавлял незабвенный Юра Аргун. И мы тут же, наши, которые здесь были, приехали и говорят, мы так же, как и абхазы, должны создать свой Апсадгил. Ну, в своем Адгалара, мы называли так, собрались мы. Ну, меня вовлекли в это общественное движение, и поэтому я там присутствовала. И создали, и председателем Абазинской ассоциации Апсадгил назначили вашу покорную слугу, так сказать. И потом идем дальше. Вы знаете, когда это было в июле 92 года, провозглашение независимости Абхазии. Мы сидели на стадионе у вас, настолько красное оформление, с двух сторон кони со знаменами. Это было гениально. После окончания этой прекрасной церемонии мы решили с Юрой Аргун, что мы создадим вот эту международную организацию. Как мы там назовем? Ну, приблизительно Международная ассоциация абхазо-абазинского народа. Вот так вот. С этим я уехала домой. С тем, что со своей делегацией потом, чтобы вернуться, где-то в сентябре мы собирались это делать. А вы знаете, ровно через месяц война. Но мы эту идею не оставили ни в коем случае. Только-только освободили Гагры, и тогда можно было аж ехать в Абхазию. И мы морем до Лыхны там собрались все. Были делегации из Сирии, Турции, даже Америки. Выступаю я и говорю о том, что вот сегодня мы должны создать Международную ассоциацию абхазо-абазинского народа. И я говорю, давайте, говорю, Абаза народа. Встает мой брат Абхаз, не надо говорить, сейчас идет война. Нас весь мир знает как Абхаз. Давайте, говорит, назовем Абхазо-Абазинский в скобках Абаза, а война закончится, и мы оставим, раскроем эту скобку, чтобы, Абаза народа. И в это время как раз-таки, встал вопрос, чтобы кого назначить председателем. И абхазы стали советоваться и говорят, Тарас Миронович профессор, живет в Москве, много связей у него, нас будет держать, и связь с Россией, умница большая, юрист, все, в общем-то, регалии, давайте его назначим. У него и в мыслях не было, он настолько был от всего этого, естественно, он не мог отказаться, его назначили, выбрали, точнее, председателем МАН. И потом пошли от Абазин Сирии, от Абазин Турции или Абхаз. А как я не отнекивалась, я говорю, здесь все мужчины, говорю, давайте и абазины выберите мужчину. Нет, почему-то вся делегация была за то, чтобы выбрали меня. И естественно, Тарас Миронович, нас уже, там нас было 7 человек, все страны. В то время какую роль сыграла эта ассоциация? Да, резонный вопрос, спасибо, а то я увлеклась уже какими-то деталями.
функция в это время МАН состояла в том, чтобы объединить всех абазин мира, а они живут в 52 странах мира, объединить для того, чтобы победить Грузию. Владислав Арцин изнутри с его командой, и то, что весь мир действительно объединился, хвала и честь России, которая все-таки подставила свое плечо и победила Абхазию. Вы локомотив, так сказать, нашего этноса, потому что своя республика, тем более теперь независимая республика. А мы, абазины, там добивались очень долго района, абазинского района. И даже вот по этому вопросу наша команда МАН, ну там была большая делегация, мы ездили даже, это называется Малый ООН, непредставленные народы в Гааге, где мы ставили и знамя Абхазии, и знамя абазин, для того, чтобы добиваться, ну, чтобы нас поддержали. Не знаю, насколько нам это помогло, но мы заявляли о себе на мировом уровне. Мы должны не только во время беды, когда война, абазины и абхазы должны объединяться, должны строить общий дом. Тем более, что все время мы говорим, у нас есть Абхазия, которая нам подставит плечо. О чем говорю? Когда вот со своими. У меня здесь есть мой брат Сулюко Шурдула, он мой брат действительно. Мой названный брат Аполлон Шинкуба. А вы часто приезжаете в Абхазию? Последнее время не так часто. На этот раз даже вот если бы не Сулюко, я говорю, Сулюко говорит, да, неудобно, говорю, может, ты привезешь, говорит, диплом. Нет, говорит, это надо делать торжественно. Зураб Тёпуа, ну, он к нам приезжал, я его знаю, великолепно всегда у нас выступал на наших форумах. Алашара, вы же знаете, который возглавляет экзеков. И он сказал, Сулико, говорит, да, говорит, давай не просто так, говорит, на заседание, а на расширенном заседании президиума. Это что же уважение? Это вот то, о чем я говорю, культура. Было время, когда я первые, вот эти вот годы, и во время войны, и после часто я приезжала, Озган меня встречал. Уминат Султан, вы такая умница, спасибо вам. Я говорю, спасибо, говорю, если к себе это не отношу, но постараюсь, говорю, оправдать ваши слова. Вот такие люди. Поэтому я желаю дорогой Абхазии процветания и самое главное, не просто слова. Каждый абхаз должен делать все, что в его силах, пусть маленькая крупица, но чтобы мы поднимались по этим каменистым тропам к вершине возрождения благословенной Абхазии. А биология царадыра кор доктор, а доцент Зураб Адзынба, пщине жухба шукса и хыдзит. Эйцердыруа ацарауой, а ботаник, а географ Зураб Адзынба и пстаза аразыги, апсна апсабарат цари, ати акварых чери языки. Ярадра втору пщине жужаба царадыра осумтаква, урцыги айхарак из зырхо, хтула ашапыджаб аэндемикат флора айлазаша от цару. Зураб Адзынба и коллектив пщине жухба шуксы хыцра идерны хылыт. Зураб Адзынба кыршукскуни пынкылына акотпе ботаникат бахча тыпынпе афлори аци аквырыкшан апхкара айтуит. Арака усурадала гидазки шихан южу жох шуксырсы. Зураб Адзынба пснапсабара ашыку гылаши бзиян идырует и қадзам тыпк тахим нейц. Агайнаркна ашханзы изыз хава аци аква аштку рейс хаши снаги. Дазчылымхан. Апсна апсабара айлазара и уникал тупихуит ацаравой. Абхазия уникальна тем, что на такой маленькой территории от берега моря до главного Кавказского хребта
здесь у нас. Я просто вас привожу, так сказать, к этому, чтобы вы понимали, почему такая богатая природа у нас. От субтропиков до климата вечных снегов и ледников. Представляете? У нас на этой маленькой территории. Все типы климата представлены на этом южном склоне, где находится Абхазия. И вот поэтому у нас богатейшая природа. У нас более 2000 видов растений произрастает. Очень много древесных различных растений, травянистых, очень много эндемичных растений, то есть растений, которые произрастают только в Абхазии. 80 с лишним видов, представляете? Которые за пределы Абхазии вообще в мире нигде нету. Вот. И колхидских видов много. То есть это колхида, это амфитеатр гор Восточного Причерноморья. От Турции до Сочи приблизительно. Вот это вот склоны гор, обращенные к морю. Теплый воздух идет с запада, и вот это в этом горном мешке собирается влага и тепло. И поэтому здесь богатая флора, богатая растительность. Зураб Иосиф Ипаз кишихан вежих пошуксаза педагогика от Института биология географии факультет Талгит. Уинаргна яра ация акурт цара аугус инапо алагу. Я занимаюсь изучением эндемичных растений. То есть эндемичные – это виды растений, которые больше нигде в мире не произрастают, только в Абхазии или в Колхиде. В Абхазии 80 видов растений из 2000. И вот по каждому этому виду я составил на основе гербарных материалов по каждому виду карточка их произрастания. Понимаете, вот такая. Здесь приводится мной список всех топонимов абхазских. Вот. Меня даже попросили издать сборник топонимы Абхазии, где около 300 видов, около 300 наименований. И все они точками отмечены на карте, вот как здесь. Я выпустил книжку, то есть растения, произрастающие только на известняках. И больше нигде в мире у нас, которые произрастают. Вот эта книжка недавно вышла. Вот эти две книжки итоги моей работы. Потом я участвовал в изучении флоры и растительности Пицунда-Мюсерского заповедника. Зурабадзан бадуне чейт сырдыро ботаник Колоковский дейцаюн. Ира язгуайт уйдуй апсна флора язгу ишхукорейска хузмадзам шоусумту. А тыпан пеце аккорд цараджи илшамта кушырацу. Яхя ботаник от бахчача и ичкауп Альфред Колоковский и мемориал туата. Зурабадзан ба ирцаю гудурала дихчашуй. Он проработал здесь всю жизнь вместе со своей супругой и оставил нам большое наследие. Это 4 тома флоры Абхазии, прошедшие 2 издания, дважды, и флора Колхиды. Вот флора Колхиды тоже зеленая книга. Это весь амфитеатр гор Восточного Причерноморья. Это талантливейший ученый был и оставил после себя очень богатое наследие для науки. Зурабадзан ба ипстаза разэгзэтхало ботаникат бахча коллектив дара хатыри корзуйт. Ем шири нама дэниргуала дэршун хейуэпш махтыско. Зурабадзан бахтылэпш антыцге экспедиция кокырдрылахун. Убрака герaqазшалы ило айюзари масташери айрпшуан хигуала иршуит Сергей Беби. Ера ботаникат бахча хусура дазгазге Зураб Иосиф Ипаю. И много ездили мы по горам. Именно в поездках, в экспедиции познается характер человека, содержание человека, менталитет человека. Это человек, который умеет все. Буквально в полном смысле этого слова. Он очень внимательный исследователь, тонкий исследователь. Очень много эрудирован в флору нашей страны, то есть Абхазии. Не только Абхазии, всего Кавказа он прекрасно изучил, знает и сегодня, так сказать, преподносит науки для дальнейших исследований. Мы находились в Венгрии, и нас ребята повезли, зная, что он хороший спелеолог, повезли в дикую пещеру, куда только ученые лазят, это не общественное такое, и там такие узкие места, называются калибр, да? Вот такие узкие места, надо ползком пройти туда. Одни были там часа 3, не меньше.
Зураб Азин башкина рейханы ацарадыры дусумтыко драфтеру портрехт монография жаба. Урцзиги хтула афлористикой, а картографии и рыску. Зураб Азин вапсна география рцагашху автор стаму. А кыршукса аусит сухю юз шилшамтыко зиги аларкау. На сегодняшний день по флоре вы у нас ведущий и, пожалуй, единственный, наверное, специалист, к которому всегда можно обратиться, всегда получить ценную консультацию, советы, все. Вы хороший человек, мы вас все, еще раз повторяю, очень любим, очень ценим. Всего вам самого доброго, здоровья, в вашей семье всего самого хорошего, чтобы все у вас было хорошо. Я никогда не видела ни у кого вот такое отношение к растениям, к былинке, к травинке, неважно, к цветочку. Он просто, если вот он видел, что кто-то срывает цветок или там листик просто, все это человек пропускал через сердце. Он так ругался. Я говорю, да оставь, ты уже сорвали. Нет. Дай Бог вам здоровья. Вы один из редких специалистов, которые в нашей области. Ацарауай дуэснаги куцарайкон хаус урейней wasachar. Дара язугуартун рапхет бери бадыр ргуала шарачишамхас. Хамта дун рзанхит яхя, а ботаник от бахчачи езку, а гербари коллекция. Когда первый раз приехала в Сухумский ботанический сад, и мы попали к Зурабу Иосифовичу, и он нам подарил флору Абхазии, для нас это было нечто, а потом, когда еще и подарил свои эндемы флоры Абхазии, и как автор подписал, то есть для нас, что мы прикоснулись к легенде. Вы трепетно относились и к наследию Колоковского, вот сохранили и продолжили Мака, исследуют все эти образцы растительных остатков. А сколько фотографий, какую шикарную картотеку вы сделали. А благодаря вашим исследованиям вы пришли как человек, который бы обошел тяжелые участки Пицунда-Мюсерского заповедника, и Рицинский парк, то есть ваши исследования влегли в основу создания и того заповедника, и этого заповедника. И, конечно же, вышли уникальные книги, это и флора, эндемичная флора кальцифильных эндемов Абхазии и эндемичная флора кальцифильных эндемов Колхиды, очень тяжелые места карстовые, пещеры, которые вы тоже исследовали, это все опубликовали. Вашему трудолюбию я кланяюсь. Зураб Азин бакыршук сапснапи хюнткарат университета лекция кодырыпхун. Уртакы ялаюашу. И хашта задырра кое хагиххия хархует хархует и студентша. Я их помню до сих пор. Я помню, они проходили в вашем кабинете. Он и сейчас не изменился. Туда заходишь, как будто попадаешь в другое измерение. Там все так тепло, так уютно. Такое все сделано все вашими, да, вашими руками. И лекции были невероятные. Мы до сих пор все помним. А ботаник от института на Пхкар ехарца затны хелараджи язгуарт и Зураб Азин бакыршук сапи и усури и цара дыри ахошера шуадаю, а юбиляр из ехарчи такой бзири ашок срачи из ехарцит ахамта. Глубоко уважаемый Зураб Иосифович, дирекция, ученый совет и коллектив Ботанического института Академии наук Абхазии сердечно поздравляет вас, видного ученого и общественного деятеля, с юбилеем, 85-летием со дня рождения и 60-летием научно-педагогической деятельности. Вся ваша жизнь – достойный пример служения науке и родному народу, и эта неразрывная связь прослеживается от первых шагов профессии по сегодняшний день. Ваши общепризнанные академические и научные достижения, многолетняя преподавательская деятельность, организаторский талант для каждого соотечественника является примером особой гордости. Ваши труды составляют важный вклад в биологическую науку, высокий международный научный авторитет и широкие связи с зарубежными научными центрами вносят весомый вклад в престиж нашего института, да и в целом для нашей страны. Ваши огромные заслуги ученого и качество замечательного человека, вносящего значительный вклад в отечественную науку, были отмечены присвоением заслуженного деятеля науки Республики Абхазия и присуждением государственной премии имени академика Дзидзари. Обладая глубокими знаниями, опытом, эрудицией, вы служите примером для всего научного сообщества. Вызывает восхищение ваше колоссальное трудолюбие, талант, энергия, глубокая влюбленность в свое дело, высокая требовательность к себе.
Вы, как никто, знаете, где что растет в Абхазии. Вы пешком прошли каждый клочок земли, особенно ее горной части. Делаете все возможное для сохранения уникальной флоры Абхазии. Вы вместе с незабвенным Гивисмыр первыми открыли Новоафонскую пещеру, которая радует посетителей неповторимой красотой. Еще раз от души поздравляем с вашим юбилеем со дня рождения, желаем доброго здоровья, абхазского долголетия и новых творческих успехов в науке и жизни. Зыԥсҭазаара зегьы ҳтәыла аԥсабара аилазаашьеи, аҵиаақәеи рыҭҵаареи реиқәырхареи еснагь иазҿлымҳаз, Зураб Аӡынба даара ҳаҭыр ақәиҵеит изыҟарҵаз адныҳәаларақәа. Иазгәеиҭеит Аԥсны аԥсабара аҭҵаара аинтерес ду шаҵоу, ара ишрызҳауа адунеиаҿ иуԥымло аҵиаахкқәа. Урҭ ҳаԥсабара еиҳагьы ишдырбеиу, жәаҳәарада уи аиқәырхара ҳнапы ишану. А тут вы собрались и меня поздравляете всем коллективом. Большое спасибо вам. Значит, я что-то в коллективе значу. Зураб Аӡынба Аԥсны аҭҵаарадырра зҽаԥсазтәыз аусзуҩ ҳәа ахьыӡ-ҳарак ихҵоуп, ианашьоуп Георги Ҵиҵариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа. Акыр иаԥсоу ҳтелехәаԥшцәа ҳдырраҭара абри ала ихҳаркәшоит, абзиара зиааиуа аԥҵарамзазы ҳаиқәшәоит.